Здравствуйте. Начинаем очередной урок. Это урок посвящен песенке «Алдаргусе». Вы, наверное, знаете мультфильм «Алдаргусе», но в основе этой песенки лежит песня «Молдавай». В свое время, когда великий Шакен Айманов снимал фильм про Алдаркусе, он использовал музыку Молдавай, просто поменял слова. Но потом, когда около 10 лет назад, когда вышел мультик про Алдаркусе, они использовали ту же песню. И у нас сейчас более распространена эта песенка под названием «Песня Алдаркусы». Давайте сразу начнем. Как вы сами знаете, у нас если под линией это верхняя струна, а если над линией это нижняя струна. Значит, верхнюю струну нажимаем пятерку, нижнюю четверку. У нас будет вот так. 4, 4, потом 5, потом 7, 7. Надеюсь, просто после прошлого урока вы освоили, как надо правильно нажимать сверху пятерку, снизу семерку. Еще раз попробуем. 4, 4, 5, 7, 7 и 0, 0. Но пятерка остается, да? Еще раз сыграем. 4, 4, 5, 7, 7, 0, 0. Еще раз. Начинаем с удара вниз. 4, 4, 5, 7, 7, 0, 0. Надеюсь, понятно. Теперь второе предложение. Это точное повторение первого предложения. Давайте. То есть первое и второе предложение идентичны. Первое. Второе предложение. Теперь третье предложение. Давайте сразу. Здесь чуть-чуть сложновато будет. Смотрите. 4, 4. Потом 5, 5. Теперь 7, 7. 7, 7. Видите? Когда 4, 4, 5, 5 играем, сверху у нас пятерка, а когда снизу спускаемся, семерка и сверху опять семерка. То есть параллельно на две перни спускаемся вниз. 4, 4, 5, 5, 7, 7, 9. Это у нас третье предложение. Давайте сначала все сыграем. Не забываем, у нас есть принцип, каждое предложение начинается с удара вниз. Независимо как заканчивается предыдущее предложение. Опять вниз. Второе предложение. Третье предложение. Надеюсь, понятно. Звук должен быть чистым. Не забываем. Четвертое предложение. У нас чуть-чуть семь. Вот сверху
нажимаем пятерку, снизу семерку. То есть здесь заканчивались семерка сверху, девятка снизу, два передние вверх, аналогично, и начинаем. 7, 4, 5, 7, 7, 0, 0. Надеюсь, ничего сложного нету. Если вы заметили, это четвертое предложение очень похоже на первое. Просто первое начинается у нас 4, 4, 4, 5, 7, 7, 0, 0. А четвертое предложение начинается со семерки. Остальное все как обычно. Как первое предложение. 7, 4, 5, 4, 7, 7, 0, 0. Надеюсь, я объяснил доходчиво. Давайте я теперь вам сыграю все. Еще объясню. Третье предложение. 5, 5, 7, 7, 0, 7, 4, 5, 7, 7, 0, 0. Уважаемый слушатель, вы не должны, как я, спешить. Играйте медленно, четко. Главное, анализируйте все, что я играю, чтобы все быстрее понять. Теперь у нас остальная части. Тут ничего сложного нету. 4, 4, 4, 4, 7, 5. То есть сверху пятерку нажимаем, снизу семерка. Это у нас пятое предложение. 4, 5 раз. 4, 4, 4, 4. Потом 7. Теперь 5, пятерка. 5. Еще раз. 4, 4, 4, 4, 4, 7, 5. Еще раз. Теперь, чтобы не было лишней информации, я специально тут написал, умножаем на 3. То есть это пятое предложение мы повторяем 3 раза. То есть это предложение у нас считается как пятое, шестое, седьмое предложение. Первый один раз. Второй раз. Третий раз. И последнее приложение у нас легко. 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0. Очень легко. Не забываем, ладонь должна быть свободна от грифа, а большой палец наоборот, чтобы был буквально прикреплен к грифу. И теперь я вам всю песенку один раз сыграю. Очень медленно сыграю.
А если в оригинале играть, то будет звучать вот так. Надеюсь, все понятно. Я еще раз хочу напомнить, что все предложения начинаются с нижней, с ударом вниз, точнее, с ударом вниз. Все предложения начинаются с ударом вниз. Еще что я хотел сказать, вы, наверное, заметили, что мы от урока к уроку мы чуть-чуть на миллиметр поднимаем нашу планку. Если на первом уроке у нас было просто упражнение на правую и на левую руку, на втором уроке у нас уже был Иркемай. Мы то есть играли песенку без большого пальца и с маленькой интервалами. На втором уроке мы уже добавили большой палец. Теперь на четвертом уроке мы уже играем чуть-чуть трудное произведение под названием Алдаргосия. И на последнем уроке мы еще на миллиметр эту планку поднимем, но это будет уже на следующее занятие. Я все вам объясню. Тогда обязательно играйте по 5 минут минимум каждый день. Не забывайте проверять настройку. Я должен был в начале курса вам все объяснить, как что настраивать, каким приложением пользоваться удобно. И главное, не забывайте, выполняйте домашние задания и отправляйте мне на проверку. До свидания.